Ну а теперь, возвращаясь к, собственно, аланским памятникам. Во-первых, вот эти 4 памятника, о которых я говорю, они опубликованы под названием памятники, вернее, памятники аланского языка и письма. Насколько правомочно это сделано? Надо об этом тоже прямо говорить. Насколько правомочно называть и насколько, ну скажем так, легко отстоять такое название этого сборника в споре с нашими оппонентами. Далеко не легко. Дело в том, что, ну, давайте вот, во-первых, расскажем о документе, о котором я уже упомянул. То есть это христианский лекционарий, то есть сборник молитв, который был написан ориентировочно в XIV веке. Судя по определенным там признакам, специалисты сделали вывод, что он мог быть написан на любой христианской территории, христианской территории, кроме Италии. То есть, скорее всего, это византийский, по своему происхождению, византийско-греческий текст. И на его полях действительно написано 33 слова. То есть они не подряд написаны, я еще раз напоминаю, что они написаны напротив названия каждой молитвы. То есть вот понедельничная молитва, то есть молитва, которая читается в понедельник, она написана, название молитвы так и написано по-гречески. На полях написано греческими же буквами Авдисар, то есть понедельник. Скорее всего, дьяк, который читал эти молитвы, он читал по-гречески, и он понимал по-гречески, но, видимо, недостаточно бегло. И когда ему надо было найти необходимую молитву, он не мог это сделать быстро, с чисто греческим текстом. И для себя, для того, чтобы быстрее найти эту молитву, он сделал себе вот такие шпаргалки на осетинском языке. Вот Луботский сначала опубликовал 3 расшифровки 3 из этих глосс. Они были опубликованы уже достаточно давно, лет 10 назад, в журнале Нартамонга, который выходил в Центре аланских исследований при нашем научно-исследовательском институте гуманитарных и социальных исследований. Затем вот годы ушли у него на то, чтобы найти расшифровку остальных глосс. Летом 2016 года эта книга вышла в Лейденском университете на английском языке. Сейчас она переведена на русский язык и вошла в этот сборник. Но она уже до опубликования получила массу критики со стороны, ну, тех же, скажем, карачаево-балкарских претендентов на аланское название, аланское наследие. Да, они согласны с тем, что эти глоссы написаны по-осетински. Ну, с этим нельзя не согласиться, трудно это оспаривать, потому что, значит, упоминание там, опять же, формы пан, то есть бон, еще в архаичной форме до перехода а в о, то есть до XIII века. И другие достаточно очевидные осетинизмы, именно осетинизмы, они не могут не признавать. Но они задают вопрос: да, мы согласны, что этим диаком, этим чтецом был ваш предок. Это был средневековый осетин. Но с чего вы взяли, что это аланский текст? Это осетинский текст.
А аланы в это время говорили на нашем, на тюркском языке. Логика в этом есть. Согласитесь, что у нас нет, если вырвать из общего исторического, из общего научного контекста, из всего того, обилия наших знаний об истории, о культуре, о фольклоре, эпосе и так далее, из всего этого комплекса знаний вырвать вот этот исторический, вот этот единственный факт, то, конечно, без широкой комплексной аргументации это доказать нельзя. Да, это совершенно однозначно осетинский средневековый текст, средневековые слова осетинские, но нет доказательств того, что это равно аланский. Для тех, кто считает, что аланами были не осетины. Но у них Арифарн тоже турское имя, поэтому с ним спорить трудно. Спорить трудно, спорить нужно, но я хочу, чтобы вы понимали, Арифарн. Вы считаете это тюркским? Нет, конечно, но нет, они так считают. Чтобы вы понимали, что не все совершенно непросто. Что вот мы обрадовались, нашли факт, подтверждающий существование осетинского языка в XIV веке. Ну, это очевидно, что он существовал. Значит, очень хорошо, очень интересно, что значит, в XIV веке осетины продолжали, хотя бы частично, оставаться в лоне православной церкви. Были священнослужителями. Более того, значит, мы видим, что аланский средневековый язык практически полностью и в неизменном виде сохранился и сегодня в форме дегорского диалекта осетинского языка. Все это так. Но, я еще раз повторю, аргументы наших оппонентов о том, что это не доказательство того, что это аланский язык, весомы. Весомы в том смысле, что доказать тождественность осетинский, который они признают, равно аланский, мы можем только на основе широкого комплекса аргументов и доказательств исторического, историографического, культурного, мифологического и так далее аспектов. Зеленчукская надпись. Это на самом деле самый старый, самый древний из письменных памятников алано-осетинского языка. Датировка его затруднена. В основном, значит, привязка осуществляется к X или в промежутке от X до XII веков. Очень разный уровень оппонирования тоже по принадлежности этого памятника. Напомню, что попытки его прочитать по Карачаево-Балкарски были предприняты еще в советские времена, по Войнахски, по Адыгски. Неважно, что получалась какая-то несуразица, какой-то сумбур, но главное, что какие-то можно было слова из этих языков привязать к этим словам, написанным по-гречески. Думаю, что одно из важнейших открытий в прочтении этого памятника сделал не лингвист. Вот об этом мало кто знает, но в моей книге об этом сказано, я ссылаюсь на его работу.
Думаю, многим из вас известен замечательный детский художник осетинский, который долгие годы оформлял журнал «Нокзал» и писал поэтические произведения для детей. И, надеюсь, продолжает писать. Тут интересна ситуация тем, что он подошел к этому тексту не как лингвист, даже не как ученый, а как художник. Более того, не просто как художник, а сын своего отца. Дело в том, что его отец был в свое время резчиком по камню. Естественно, занимался тем, что делал надписи на, в том числе, могильных плитах. А зеленчукская надпись, как известно, сделана именно на могильной плите. И он обратил внимание на особенности начертания букв, которые привели его к заключению о том, что надпись выполнена двумя людьми. И что первоначальный текст был сделан с ошибками. То есть человек, нанесший его, был или подмастерьем, или человеком, плохо знавшим или не знавшим греческих писем, и который при нанесении текста сделал несколько ошибок в последовательности букв. Орфографических. Мастер, увидев это, видимо, это была сложная работа по новой шлифовке камня и так далее, и он просто исправил эти ошибки. И как он это сделал, это видно. Там даже использована стрелка, которая переносит одну букву с того места, где она написана, на то место, где она должна быть. При этом на современном этапе, после всех критических разборов неосетинских версий атрибуции текста этой надписи, нашим оппонентам не остается ничего другого, кроме как согласиться с тем, что все-таки наиболее убедительно и наиболее обоснованно осетинская интерпретация этого текста. Но опять же возникает к нам этот же самый вопрос. Да, мы согласны, то есть наши оппоненты говорят, да, мы согласны с тем, что эта надпись, возможно, скорее всего, на осетинском языке X-XII веков. Но почему вы считаете, что это аланская надпись? Это осетинская, да, но почему вы считаете, что это аланская? Значит, попытки объяснить им или указать на то, что памятник этот найден, она не случайно, эта плита называется Зеленчукская, она найдена в конце XIX века на берегу одного из притоков Кубани. На реке Зеленчук. Как известно, это была основная, скажем, территория расселения именно алан в этот период, о котором идет речь. Соответственно, наиболее достоверно связывать место расположения этой находки, этой плиты именно с аланским народом, столица которого, западная Алания, как раз находилась в этом регионе. Более того, предполагать, что в X-XII веке на территории Северного Кавказа, в западной ее части, проживало
много народов, которые владели письменностью, приходится с большим трудом. То есть, скорее всего, это была элита, элитарная часть населения, которая владела письменностью и которая устанавливала памятники, нанося на них надписи. Очевидно, что элитой того региона X-XII века была именно аланская элита. Это хотя бы косвенные, но все-таки аргументы в пользу уравнения осетинский равно аланский. И тогда приводится последний контраргумент нашими оппонентами, который просто сражает наповал. А где плита? И начинается просто свистопляска, простите за такое выражение, недопустимая просто в науке. Без обиняков очень часто. В некоторых случаях с большей осторожностью. Но на этом этапе дискуссии речь уже заходит о том, что Зеленчукская плита не более чем фальсификация, не более чем выдумка, что в свое время академик Миллер, который был первым интерпретатором и задавшим, скажем так, давшим жизнь в научную среду этому памятнику, придумал и плиту, придумал и надпись, и придумал этот, когда я спрашиваю, а зачем? Ответ готов. Миллеру нужны были дополнительные материальные аргументы для того, чтобы подтвердить однажды уже им выдвинутую гипотезу об ираноязычности алан и скифов. Таким образом, якобы академик Всеволод Миллер произвел вот такую фальсификацию и научную подтасовку. Но согласитесь, что спорить на таком уровне и с такими аргументами уже не приходится, и на этом разговор заканчивается. Напомню, что я сейчас развиваю тему о том, насколько нам легко дастся отстаивать названия вышедшей книги, письменные памятники аланского языка. Потому что в окружающем нас и научном, и околонаучном мире сейчас появится масса публикаций о том, что это неправомочно, что большинство включенных в них памятников, все включенные в них памятники действительно являются памятниками осетинского языка, но ни один из них якобы не имеет лейбла или этикетки аланский. Хотя нет, один из памятников все-таки такое указание имеет. Это отрывок из средневековой византийской поэмы «Теогония» писателя Иоанна Цеца. Датируется она XII веком. Написана она была, естественно, на территории Византии. Иоанн Цец был византийским автором, хотя по вроде бы достоверным данным мать у него была грузинка. Он написал поэму достаточно обширную, посвященную жизни героев, мифологических героев, жизни богов, в которой он описывал и современную жизнь, и описывал само Византийское царство, и описывал народы,
с которыми соседила Византия. При этом он, не отдавая, конечно, себе отчет, создал определенный исторический документ, потому что, упоминая соседние народы, он употреблял в своей поэме несколько фраз на языках этих народов. В частности, там есть даже несколько фраз на русском языке. И там есть две строки, которые Цец, сам автор, называет аланскими. То есть он говорит о том, а вот аланы говорят вот так. И он приводит аланские две строки, сопровождая их подстрочным переводом на греческий язык. Это замечательный материал, потому что, во-первых, сам автор указывает на то, что это аланский текст. Во-вторых, он дает нам возможность четко понимать, что эти фразы на аланском означают. Потому что он дает греческий перевод. И нет возможности, как с другими памятниками, с той же Зеленчукской плитой, интерпретировать их как хочешь. Естественно, что в течение полувека эти фразы тоже получили разные интерпретации. Основная ведущая версия – это, конечно, осетинская версия. И начиная с первооткрывателей, венгерских ученых этого памятника, немецких ученых, интерпретация шла в осетинском направлении. Наиболее глубокую и разностороннюю интерпретацию дал Василий Иванович Абаев. Тем не менее, и в этом случае появляется масса альтернативных вариантов. Какие-то основания для подкрепления позиций оппонентов осетинской привязки этих аланских фраз Цеца дал сам автор этой поэмы, то есть сам Иоанн Цец. Дело в том, что не во всех случаях подтверждается взаимосвязь между тем языком, на который он указывает, и текстом, который он приводит. То есть он, в частности, говорит о том, что а вот так говорят на скифском. И читаем текст, а текст на тюркском. То есть он сам перепутал. Возможно, действительно, сказать, уже в те времена какая-то часть, скажем, ассимилированных скифов, перешедших на тюркский язык, воспринималась в Византии как действительно скифы, говорящие на тюркском языке. Но куманский текст он интерпретирует как, вернее, называет скифским. Естественно, дает основание нашим оппонентам, говорит, ну, господа хорошие, ну посмотрите, как мы можем доверять указанию Цеца о том, что вот эти фразы на аланском, если он уже ранее перепутал и скифским назвал тюркский текст. Значит, и в этом случае можно вполне допустить ошибку, и что речь, даже если речь идет об осетинском тексте, то можно поставить под сомнение даже прямое указание Цеца на то, что это аланский текст. Тем более, что текст, конечно, непрозрачен. Нельзя сказать о том, что аланские фразы Цеца читаются на современном осетинском языке без проблем. Надо учитывать, что, во-первых, это поэтическое произведение. И в некоторых случаях, которое написано определенным размером. И когда Цец получил от своего
аланского информанта, как звучат по-алански, по-осетински те фразы, которые он хотел вложить в уста своего персонажа или вложить в текст, он мог легко поступать с этим текстом. Если у него текст аланский не умещался в размер, он мог легко пару слогов оттуда выбросить, потому что для него это была какая-то абракадабра. Причем она, скажем, излишне длинный текст, не вмещавшийся в стихотворный размер, ему мешал, и он мог убрать один или два слога из слова, из предложения, с тем, чтобы сохранить поэтический размер. Тем не менее, большинство исследователей мира, которые исследовали аланские фразы Цеца, убежденно говорят и подтверждают о том, что наиболее вероятно и наиболее близко это все дешифруется из осетинского современного языка. Еще один средневековый четвертый документ, о котором я сегодня не упомянул еще, это так называемый Ясский глоссарий или Ясский словник. Он тоже относится к XIV веку. То есть у нас два памятника приблизительно XII века. Это Зеничукская надпись. Если она все-таки не X века, то достоверно не позднее XII века. XII же века это памятник аланские фразы Иоанна Цеца. XIV век это глоссы на лекционарии. И XIV же век это Ясский глоссарий. Дело в том, что, как известно всем нам, в Венгрии проживает и до сих пор сохраняет этническую самоидентификацию такая этнографическая группа, как яссы. Для нас и для яссов совершенно очевидно, что яссы – это потомки части алан. Само название ас, от которого, кстати, происходит потом грузинское ос, и из которого потом происходит русское осетины, совершенно очевидно и для нас, и для яссов. Вот эта преемственность, эта взаимосвязь, что яссы – это потомки части алан, а их название отражает само название хотя бы части алан, которые называли себя ассами. И которые в русской традиции исторической известны как яссы, язы, языги в более древний период. Но и тут на подхвате наши коллеги-тюркологи, которые отмечают, и это действительно достоверный исторический факт, что ведь в Венгрию в XIII веке ушли не только яссы, но и ушли команы, то есть тюркская народность, которая соседила и союзничала с аланами. И действительно, в Венгрии сохраняется и ряд топонимов кумано-тюркского происхождения, и исторически засвидетельствовано, что это была совместная группа, такая миграционный поток, который включал ираноязычных алан, яссов и тюркоязычных куманов. Но как быть, опять же, с документом, о котором я сейчас говорю? Документ такой, достаточно случайно сохранившийся, к счастью. История его такова, что
яссы жили достаточно компактно. И сейчас ясские села находятся значит, в одной области Ясшак. И в одной из деревень, которая так и называлась Ясфалу, произошла какая-то, значит, возникла проблема, ну, скажем, имущественного характера. И надо было, чтобы, значит, судебный сотрудник направился в эту деревню и произвел разбор этого дела. Поскольку он понимал, что ему надо будет общаться с людьми, носителями другого языка, то есть к этому времени яссы сохраняли свой аланский язык. Он на судебном каком-то, так сказать, документе, на обороте, составил такой словарь наиболее употребительных бытовых терминов. Несколько десятков слов. Причем переводя их или на венгерский, или на латинский язык. Вот и получился вот этот самый ясский глоссарий или ясский словарь, ясский словник. Но опять же, весь тот же круг вопросов. Во-первых, совершенно очевидно, и ни у кого в данном случае вообще не может вызывать сомнений в том, что эти слова именно осетинские. Никакой другой интерпретации они вообще здесь не поддаются. Наши коллеги-тюркологи согласны с нами с тем, что это осетинский языковой материал. Но задают опять тот же самый вопрос. Где подтверждение того, что в данном случае осетинский, достоверный факт, можно уравнивать с термином аланский? Что, значит, где доказательства того, что что это не просто средневековые предки осетин, которые были в этой волне и которые жили там вместе с тюркоязычными аланами, которые составляли, на их взгляд, значит, основу аланского этноса. Опять же, в пятиминутном или даже в часовом споре с людьми, которые стоят на совершенно других принципиальных позициях и которые могут позволять себе подтасовывать исторические факты, свидетельства и так далее, разговор бесполезен. Главное, что это не вызывает сомнений у мировой науки, это не вызывает вопросов у осетин, и это не вызывает вопросов у яссов, что очень важно. Таким образом, это 4 основных памятника, безусловно, осетинского языка и, на наш взгляд, однозначно аланского языка. Просто я постарался их представить и рассказать не с локально осетинской точки зрения, а с точки зрения тех аспектов, под которыми они могут рассматриваться в широком мировом и региональном, научном и околонаучном контексте. С другой стороны, я совершенно согласен, что именно так и должно было быть, такими должно было быть название этой книги. Мы должны везде и любыми разумными, научными, достойными средствами отстаивать и ограждать наше историческое, культурно-языковое наследие. И где бы ни строили аланские ворота, и где бы ни называли свою столицу древним названием нашего главного города, и каким бы образом ни пытались интерпретировать осетинские, аланские тексты,
мы должны свою позицию и свою преемственность четко отстаивать. Дело дошло уже до того, что татарские ученые подключились к аргументации тюркоязычности тех же фраз Цеца. Один из ведущих специалистов Казани, Татарстана в области исторической лингвистики недавно опубликовал труд, в котором дает свою тюркскую интерпретацию фраз Цеца. Его не смущает даже тот факт, что в отличие от текста, который у него получается, перевода аланских фраз на тюркский язык, где у него речь идет о какой-то сковороде, о ручке сковороды там, и так далее. То есть вот это единственное, что более или менее подходит из тюркских языков под те аланские фразы, его даже не смущает то, что это ничего общего не имеет с переводом аланских фраз, который сделал сам Цец. Поэтому, с сожалением я должен констатировать, что академическая большая наука, по крайней мере в области исторической лингвистики, и в частности связан, причем, обратите внимание, это связано не только с аланистикой, это связано не только со скифологией. Вообще гуманитарная наука, и в частности историческая лингвистика, переживает сейчас период глубочайшего упадка и депрессии.